Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире самая вкусная программа телеканала ТНВ «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит талантливая творческая семья Ильнур Дине Закировы. Исәнмесез! Исәнмесез! Приветствую, Ильнур! Исәнмесез, здравствуйте, Руслан! Ильнур Закиров, актер Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Родился в Атнинском районе Татарстана, в деревне Ушар. В 2008 году окончил Казанский университет культуры и искусств. С этого же года принят в труппу театра имени Камала, где работает и по сей день. Одной из его первых работ стала роль принца Сигизмунду в спектакле «Жизнь есть сон» Педро Кальдерона, за которую Ильнур Закиров получил диплом в номинации «Дебют года». Актер с блеском играет комедийные и драматические, исторические и современные роли. В театре Ильнур встретил свою будущую жену Дину. Дина Закирова, солистка оркестра Татарского государственного академического театра имени Камала и рок-группы All Kanat. Родилась в Набережных Челнах. С 5 лет занимается музыкой. Закончила музыкальную школу и Набережно-Челнинское училище искусств. Затем поступила в Казанскую государственную консерваторию класс профессора Марата Ахметова, которую успешно закончила в 2006 году. Уже во время учебы в консерватории была принята в оркестр Камаловского театра под руководством Фуата Абубакирова, где служит и по сей день. Параллельно с работой в оркестре Дина выступала в фольклорном ансамбле под руководством Айдара Файзрахманова при Государственной филармонии имени Тукая, а также в рок-группе All Kanat. Спасибо за приглашение в гости. Мы к вам пришли вот с таким куштанешем. Это непростой торт, это символ нашей любви к вашей передаче. Мы постоянные ваши зрители. Спасибо за красивые эфиры. Это же в форме сердечка. Да, это ваше сердце. Конечно. Этот вкусный тортик, Алла Берса, мы попробуем в конце нашей программы. Ну а сейчас рассказывайте, что будем готовить. А будем мы сегодня готовить балаклы аш, так как наша семья рыбоеды. Рыбоеды? Сказать, у нас вот Ильнур болен рыбалкой, лечиться отказывается. Так что нам приходится употреблять пищу больше. Только рыба. Можно сказать, да. И сегодня вот мы вам предоставим наш семейный рецепт. Это балаклы аш. И в процессе приготовления все расскажем, все секреты. Итак, балаклы аш по спецрецепту семьи Закировых. Командовать парадом сегодня буду я, так как я сама музыкант, скрипачка, и мне вот орудовать ножами не очень-то хотелось бы. И поэтому, когда есть такие сильные татарские мужчины, я вам поручу основное дело. Поймать рыбу? Поймать рыбу. Мы уже поймали. Вот Ильнур сходил. Хороший улов у него. Около театра Камала, около своей работы Ильнур в озере Кабан поймал семгу. Удивительно чищенную, разделанную. Вот прям 2 куска поймал. Задания дам вам простые. Это надо будет порезать лук и морковку. Морковку надо будет красивыми кубиками, и лук также, чтобы для пассировки, мелкими кубиками. Ну, я возьму лук. Руслан, давай сделаем небольшую рокировочку, поменяемся местами, так как я буду рулить у плиты. Так, все. Так, давай, Ильнур, поближе к жене, чтобы потом не говорили, что я всю программу около твоей жены стоял. Так, начинаем. Бисмилля рахман рахим. Контролируй, смотри внимательно, чтобы мы все делали по правилам. Ну, у нас есть такое правило, понимаешь, на программе. Без дела никто не стоит. Вот раз ты сегодня сказал в эфире, я играю на скрипке,
Пусть играет на скрипке. Ильнур, ты не против? Нет, нет. Хотя, наверное, дома уже каждый раз, да? Домой приходишь, она играет. Нет. Спать ложишься, она играет. Я уже привык. Уже привык? Да. Беруши. Оп, нет, мама идет скрипка, я готовлю. Да. Но Он на без скрипки не засыпает. А, без скрипки. Это колыбельная. Ну, а сегодня игра на скрипке поможет нам приготовить вкусный суп. Та-та-та-та-та-та. Молодец. То ли от твоей композиции, Динара, то ли от лука, я прям плачу на самом деле. Приятно, когда народные артисты у нас в гостях. У нас Ильнур любит делать сюрпризы. Ага. Иногда бывает с работы, с концертов приходишь вечером домой, Ильнур там приготовил бәлеш, например. Манты. Манты, бәлеш. Шугу. У нас даже соседи, когда мы жили вот в общежитии, соседи даже ругались на него. Біздің қатындарны бұзып бітіресің енді говорит, что жены домой заходят, вот Ильнур там манты приготовил. Это приготовил, то приготовил. А ты лежишь на диване. Слушай, ну про таких говорят золотой мужчина. За таких Я думал, замуж что я выходит. один такой в мире, понимаешь, нас оказывается двое. За таких замуж выходят. Повезло тебе. Какой конкурс был у тебя среди жен? Выбирал? Как вообще встреча? Давайте вот раскройте у нас программа «Секрет татарской кухни». Секрет семьи Закировых. Как это было? Встреча была в театре Камала. Искра была у нас, Искра, если честно. называется. Любовь с первого взгляда. Мгм. Да, когда я на сцене играл, репетировал, Ага. главная роль у меня был в спектакле «Молодые сердца». Ага, я Ширякляр. Я Ширякляр. Хороший Да. спектакль, кстати. Ага. Вот, она в яме сидела в оркестровой, я репетировал на сцене. Вдруг что-то чувствую. Чувствую, кто-то смычком меня по ноге. Кто-то не туда играет, я так посмотрю. Я так посмотрел, и вот мы встретились. И И после все. этого И началось. А дальше я расскажу. Та-дам! Дальше я расскажу. На самом деле это было так. Сижу я, в общем, в яме. Ага. Сижу, играю, никого не трогаю. Никого не трогаю. Тут хоп, на меня взгляд. С такой мизансцены, как раз его мизансцена попадает на нашу территорию, которая в яме. Смотрю, взгляд, поймала, ладно, сижу дальше. Смотрю, еще взгляд, еще поймала. В общем, с того момента, с той секунды у нас как-то тепло прошло между нами. Я вообще думала, что Ильнур женатый человек, потому что он очень серьезный. Потому что он ходил всегда на спектакли с детьми за руку. Он вообще очень серьезный вид создает, так-то он очень веселый дома, а так То есть очень серьезный парень. Я думала, он женат, а у них в «Молодых сердцах» есть такой момент, где они с Гульшашак Бехвединовой играют любовь и целуются там в одной сцене. ты там. всегда отворачиваешься в этот момент. Когда Говоришь, эх, Ильнур. Я сижу, думаю, блин, вот ну женат человек, а что интересно его жена думает? Сейчас у меня все спрашивают, что ты, как ты реагируешь на это все? Я говорю, девочки, мальчики, всё Девочки, хорошо. он такие манты делает, я реагирую после них на все вообще нормально. Так, у нас готова морковь, готов лук. Что делаем дальше? Сейчас мы включаем плиту, наливаем немножко на донышко масла и пассеровать лук с морковкой. Красиво Действуем? говорит. Действуем. Так, плита включена. Мы засыпаем лук. Контролируй, Дина. Смотрю. Ты ответственна сегодня, пожалуйста. Так, я смотрю на картошку. В принципе, если мне позволишь, я могу уже Конечно. порезать. Тоже кубиками? Картошку надо обильно. Обильно? То есть Да, мелко-мелко? чтобы картошка чувствовалась в супе. А, большими кусочками. Средними кусочками, просто побольше ее надо. Побольше. Так. Какое татарское блюдо без картошки? Конечно. Ильнур, ну и пока твоя супруга увлеченно мешает морковь и лук, расскажи нам, пожалуйста, как ты стал актером? С чего все началось? И не забывай про картошку, кстати, тоже. В 2004 году я окончил техникум, сельскохозяйственный техникум в Ватинском районе. Я получил профессию зоотехник. И вдруг потом встал вопрос, куда идти, кем стать. В это время, когда я в техникуме учился, я параллельно участвовал в самодеятельности, играл в спектакли, участвовал в концертах. вот. Да, Вот с этого пел, ты началось. да, на Уже, то есть, гитаре. любовь у тебя была к сцене. Да. Когда я участвовал в концерте, играл в спектакль, меня заметил Гумар Марданов. Гумар Абый очень знаменитый человек. И сказал: Ильнур, в университете культуры
Главный режиссер театра Камала Фарид Бекчантаев набирает курс актерский, режиссерский. Пойди-ка туда, сходи. Сходи-ка. Сходи-ка. Сел ты на автобус. А вдруг? Я сел в Это автобус. Казань, Да, это приехал. Казань, приехал в Казань. Зашел в университет. Много людей, так было много людей. Меня как-то взяли. Потом я начал работать, учиться в театре Камал и параллельно участвовать в спектаклях. И здесь завертелось. Да. Сколько ролей? Вот ты помнишь, ты ведь практически во всех спектаклях участвуешь. Один из любимых актеров зрителей театра Камал, я сам хожу, часто видел. Последний раз прям мои дети аплодировали тебе, когда ты был в роли Акбая. Акбая, И тут тебе помог тот техникум ЗОО, ты понял, да? Да. Вот я понял, почему ты там на ведущих ролях. Зоотехникум-то не просто так. Заметил, да? Да. Почему у меня получаются такие животные? Сколько ролей? Более 15, наверное, ролей уже? Более или больше? Ой, я не знаю даже, Руслан. Больше, наверное. Любимые какие вот роли, которые ты всегда ждешь? Вот сейчас мой любимый спектакль. Однажды летним днем Йон Фоссе написал. Мы играем этот спектакль в малом зале. Ты, наверное, смотрел. Нет, кстати, я вот только собираюсь пойти. Приглашаем вас на Все- этот спектакль. да, там зрители плюс 16. Кстати, ну вот с этим спектаклем вы же ездили на конкурс специально. На золотую маску. На золотую маску. Да. Сначала мы ездили в Будапешт, играли этот спектакль. Йон Фоссе сам приезжал, посмотрел этот спектакль. Я знаю, что он остался доволен Очень довольно остался. Он вот так пожал мне руку. и сказал. Сказал мне, «Этнеге салям». До сих пор не мыли. мы вручили вот такой тубетейка, только зеленая была. Ага. Он одел и пошел. И Он всё. стал татаристом. Егитлер молодцы. Итак, балыклы ашның икенче этабына көчек. Следующий этап нашей ухи. Балыклы аш – это закладывание картошки и бульона. Ага. Посуду. Вот так вот. Записывайте, зрители, рецепт. Так, картошечка. Так, У нас сначала... тут спассеровался лук с морковкой. Очень красиво, посмотрите. Аромат не передать. Аромат, волшебный. вот прям настоящая уха. Вот прям Татарская, баллы висекеля. татарская. Да. Татарская уха, друзья, рыбы даже не нужна. Салам. Эй, да. Причем, заметьте, картошку прям туда, без воды, без ничего. Или вода будет? Будет. Все будет. Все будет. Терпение. Лиля, вот мы сегодня послушали, как ты играешь на скрипке, да, но я знаю, что твой любимый супруг тоже владеет замечательным инструментом. На нервах играет. На нервах? Ну, на нервах, понимаешь, вообще в каждой семье на нервах играет и мужчина, и женщина. А Ильнур играет на гитаре и делает это очень хорошо. Прямо сейчас мы это послушаем. Следующий этап – это нарезание семги. Руслан, это мы тебе поручаем. Кубиками, красиво. Постараемся. Сделай это красиво. Вот такая красивая. Я буду бульон наливать, а Ильнур ты пой. Вот какая у тебя супруга. Всем задание дала. Поехали. Ваше благородие, госпожа Разлука, мы с тобой родня давно, вот такая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Эй! Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ну, ребят, закипело. Давайте мы сейчас семгу положим. Так. Суп. Секундочку. Опа. Опа. Так, два кусочка у нас. Сразу видно. Бисмилляхи рахмани рахим, два кусочка ушли, но здесь у нас все Убежали. аккуратненько. Убежали. Сейчас перемешаем, посолим, поперчим. Дадим семге немножко свариться. И за 5 минут до готовности мы... Добавим сливки, и суп будет немножко готов. Настоится суп и будет готов. Ну, а пока у нас закипит бульон, я думаю, мы с удовольствием с Ильнуром послушаем еще одну композицию на скрипке. Сыграешь? Сейчас должен здесь запеть. Знакомая композиция. Именно под эту музыку обычно татарские девушки готовят татарскую уху. Что у нас там? Ой, Все, давай. закипело. Сливки. Добавляем сливки.
Так. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Последний штрих. Можно это все перемешать. И буквально через несколько... Смычком, да? Давай смычком помешаем. Будет у нас готова уха буквально через несколько минут, но после небольшой паузы у нас еще одно блюдо. Оставайтесь с нами. Балык ашы. Лук нарезали мелкими кубиками, морковь соломкой. Обжарили до золотистого цвета на растительном масле. Добавили нарезанный кубиками картофель, немного обжарили, залили горячей водой. Семгу нарезали на небольшие кусочки, добавили к овощам в казан, посолили, поперчили и варили 15 минут. За 5 минут до готовности добавили сливки. Уважаемые телезрители, мы вновь в эфире и напоминаю, что сегодня с нами готовит замечательная семья Ильнур, Дина, Закировы. Спасибо, что пришли. Ильнур, Дина и Руслан втроем приготовили настоящий Балагаши. балагаши. Название у него такое. Он у нас здесь томится, мы его обязательно попробуем. Но есть еще один рецепт, который готовится очень быстро. Дина, рассказывай. Следующим нашим блюдом будет, на самом деле, простейший рецепт. Мы его назовем чаяши. Это не мы его назовем, а назвала Миним Кайнана Ильнурның әнисе. Делается это очень просто. В домашних условиях это делается из остатков теста. Но вот мы специально принесли сегодня тесто. Давай сразу, кстати, приступим к Давай. дрожжевое тесто. Мука понадобится, кунатактасы, скалочка, хорошее настроение. На этот раз давай, ты будешь работать. Ладно, А мы, тут ножей нет, так что... Да, ножей нет, а мы с Ильнуром будем тебя развлекать. Ильнур, бери гитару. Яратырга килдек biz бу җиргә, яратмыйча безгә ярамый. Яратырга кирәк Таһир кебек, яратырга кирәк Зөһрә кебек, яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган ягыгызны, яратыгыз сөйгән ярыгызны, бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Вот с таким настроением семья Закировых всегда готовит у себя на кухне, правильно? Правильно. Как она уже раскатала тесто. Как профессионально. Ну, под такую песню-то. Что потом делаем? Теперь наша задача полить это все растительным Масло. маслом. Так, кстати, Ка- сахар ой, нужно будет. Подожди, да, Это я сахар Ильнуру. Ильнуру. Ну, давай. Растительное масло давай польем и вот кисточкой размажем его. Скажешь, побольше, поменьше? Гитары? Побольше, Хватит? побольше. Побольше, вот видишь, Ильнур. Не жалей, это же татар, халық. Так, Вот, да. все это разровняем. Ну, Дина, вот для наших Рассказывай, зрителей. что профессионал. Ну, я сейчас спасибо за комплименты. Но расскажи вот немного о себе. О твоем муже мы узнали. О Где себе? научилась играть на инструментах, где родилась, быстренько. Я сама родилась в Набережных Челнах. Училась я в Набережных Челнах с 5 лет, пошла в музыкальную школу. Вот таким маленьким ребенком мама меня привела за руку. Мама у меня сама музыкант, баянистка. Она работает в музыкальной школе номер 13, город Набережные Челны. Это До сих пор работает? ТШИ, да, татарская музыкальная школа, когда мы учились. Когда я училась, вообще все было татарское. Я училась в татарской гимназии, татарской музыкальной школе. В общем, у нас такой район был весь татарский. Когда еще в Челнах татарские КамАЗы выпускались. Это сейчас международные они делают. Поэтому мы пришли сегодня на секрет татарской кулинарии. И разговариваем. После музыкальной школы я пошла в училище искусств город Набережные Челны. Тоже там отучилась в классе Вероника Николаевна Якунина. Тоже огромный вам привет. После училища искусств я в 2006 году переехала в Казань. Поступила в Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова в класс Марата Гакифовича Ахметова. Теперь, Руслан, немножко отвлечемся. И вот Давай. я закатываю это тесто в такой рулетик. Видите? Вот ты сейчас о себе рассказывал, да, Ильнур стоял такой и влюбленными глазами говорил, и это все мое. Молодец. Мы закатали в рулетик. И теперь этот рулетик мы закатываем в улитку. Слушай, это не уху нам делать с тобой, Ильнур. Легким движением руки. Ага. В общем, И, рогалик. то есть один такой большой, мы его не режем, ничего не делаем, да? Нет, не режем. Так вот закрепляем. Это уж. Уж, когда на смотри, рыбалке ну рыбачишь. какой уж? Это Давайте я же покажу улитка. зрителям. Ну, для девушек это улитка, для нас, мужчин, это уж. А в татарской кухне это Чаяши. чаяша. Теперь Что еще делаем? один маневр, смотрите. Самый главный. Только никому не говори. Ага. Так. Мы берем эту улитку, Улитку и и- опять раскатываем в И блинчик. опять раскатываем из улитки, опять что делаем? Лепешку. Лепешку. Дина, ну ты самый главный секрет скажи, как ты оказалась в одном театре с мужем? В 2007 году Ага.
я попросилась к Фуату Хамитовичу Абубакирову в оркестр. Он сначала, ну, не зная меня, как бы, барбар, я шлярбитин, были Он сказал, не Ага. Он сначала с опаской вроде как согласился, а потом уже вот мы с ним очень подружились. Очень большой привет опять-таки. Опять привет. Хамитовичу большое спасибо за то, что вот дал возможность так вот реализоваться в Татарском государственном театре. Параллельно работе в театре я работала еще в Казанской государственной филармонии артисткой фольклорного ансамбля, которым руководит Айдар Файзрахманов. Тоже огромная школа. Это... Тоже огромный привет, Айдар Файзрахманов. Он был у нас на кухне здесь. Наверное, Да. скучает по нашей кухне. Вот теперь вообще по идее Еще многие люди едят уже так. чай ашин готовят в духовке, а мы вот с Ильнуром как-то решили поэкспериментировать и приготовить У это. татар это называется ноу-хау. У нас будет ноу-хау. Мы включаем Пожарим плиту ее на сковородке, на растительном на масле. растительном масле, да, побольше масла. Побольше Ставлю масла. татарскую лепешку. Да. Работала я 2 года практически в этом ансамбле фольклорном. Очень много стран мы повидали, по всей России покатались. Очень большая школа. Бигзур тәҗрибә булды миңа бу ансамбль. Бу инде параллель булды. В параллели с театром я работала в Филармонии. Еще в параллель филармонии училась. Еще в параллель у меня есть еще одно хобби очень интересное. А? Я играю в рок-группе. Мы играем татарский рок. Эта группа называется «Алканат». В этом Слушай. году нам 10 лет. Вау, Юбилей. поздравляю. Спасибо. Я теперь понимаю, Ильнур, почему ты готовишь? У тебя жена вообще дома не бывает. Следующий вопрос. Кто смотрит за вашим ребенком? Но мы это узнаем, я думаю, в самом конце. Давай лепешку помещаем аккуратненько. Вот так вот. Поместить побольше масла, друзья, потому что... Да. Она должна она купаться буквально в да, масле. прожариться должно. Мы сейчас обжарим эту лепешку с обоих сторон и будем пробовать. Наконец-то уже будем пробовать, друзья. Буквально через секунду. Чай оше. Тесто раскатали в пласт, смазали маслом, посыпали сахарным песком, свернули рулетом, который в свою очередь завернули улиткой. Раскатали в лепешку, которую можно жарить на сковороде во фритюре или запечь в духовке. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А у нас семья Закировых накрыла такой замечательный стол. Бигзур Рахмат Сизья. Ура! И первое блюдо под названием Балык. Аша. балык ашы. Мы будем пробовать прямо сейчас. Прошу. Ну говорите же что-нибудь, говорите, дайте мне насладиться этим прекрасным вкусом супа. Шапма. Здесь не то, что шап, здесь шапски. Ну, сложно, невкусно приготовить такой суп. Здесь и сливки, здесь и рыба, здесь и умение профессионального повара Ильнура. Здесь игра на скрипке супруги Ильнура. Молодцы, ребят. Суп исключительный. Все просто и вкусно. Заметила, что Ильнур слова не сказал. Быстро. Ильнур, одно слово про суп твое. Шап. Нормально, все. Теперь остается попробовать блюдо, которое на самом деле меня немного удивило, потому что такой большой татарский пирожок мы готовили впервые. Пожалуйста, возьмите по кусочку. Смотрится, кстати, он очень красиво. И к чаю как раз самое то. Бисмилля рахман рахим. Лугамбу. И здесь они не прогадали. Молодцы. Дорогая семья Закировых, большое вам спасибо за эти замечательные блюда. И вам от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды достается вот такая чудесная сковородочка. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием, которая специально разработана, чтобы помочь вам в создании ваших кулинарных шедевров. А высокотехнологичное покрытие обеспечивает легкость ухода и сохранение внешнего вида посуды. Дорогие Дина, Ильнур, Сизге Бигзур Ахмед, большое спасибо. Очень было сегодня весело, но самое главное, в конце программы было еще и вкусно. Спасибо, что пришли. Руслан Бигзур Ахмад шақыруыңыз үшін, шушынды мотор тапшыруыңыз үшін большое спасибо всем телезрителям, большой привет, всей родне, всем друзьям. Ендергер. Су буеннан әнкәй кайтып килә, каска урые алган кулына, чәчләренә җылы карла
Дорогие друзья, это программа «Секреты татарской кухни». А это семья Закировых, о которой мы говорим еще раз. Бигзур Ахмед. Смотрите нас каждую неделю. Вот так вот красиво и лирично мы закончили нашу программу сегодня. Спасибо.